По мнению историков, люди проводили операции еще в VI-VIII веках до нашей эры. Об этом свидетельствуют археологические раскопки. Они пытались удалить камни из мочевого пузыря и даже произвести трепанацию черепа. Сложно сказать, насколько удачно все проходило, но уже тогда было понятно, что таким образом можно вылечить то или иное заболевание. Сегодня хирург играет огромную роль в борьбе с недугами. Очень часто именно от него зависит жизнь и здоровье человека. Наверное, поэтому в эту специальность приходят и остаются самые стойкие. Процесс механическое удаление с части здоровой ткани, чтобы мы удаляли не по метастазу, а захват здоровой ткани. В двух сегментах печени 2 метастаза уже удалены. Николай Зангиев с детства знаком с профессией врача. Родители и практически все родственники носили белые халаты. Диплома у него не было, а он уже знал, как работают органы и чем вызваны те или иные заболевания. У меня никогда сомнений не было, еще со школьной скамьи, по поводу выбора профессии. И всегда мне как-то тянуло в эту специальность, поэтому уже давно определен был. В 2001 году Николай Зангиев поступил в Северо-Осетинскую медицинскую академию на лечебный факультет. Кого-то пугала сложная учеба, но не нашего героя. Он знал, практически круглосуточно надо будет сидеть над учебниками и годами изучать те или иные дисциплины. Что касается хирургической работы и прочее, мне сразу увлекло, и поэтому доставляло, можно сказать, удовольствие. Вы знаете, первый курс в любом вузе, это идет еще такие общие больше науки, есть, конечно, специфические, но полностью раскрывается с 4 и по 6. Да, вот там особый интерес был, хотя на первом это уже такие, как анатомия, предметы, все именно которые для медицинского вуза. Курс был очень дружный, вспоминает Николай Тимир-Султанович. До сих пор все общаются, а с некоторыми он работает. После окончания ординатуры Николай Тимир-Султанович выбрал специальность акушерства и гинекологии. 4 года работал по этому направлению в родильном доме номер 2 города Владикавказ, но затем решил переквалифицироваться и стать онкологом-хирургом. Онкохирургия – это одна из самых больших хирургий, которая существует, то есть ее нельзя сравнить ни с общей, ни с какими-то узкими видами, это очень такая всеобъемлющая работа, а мне хирургическая деятельность всегда нравилась. Родильный дом – это чуть-чуть другой уклон, да, где не столько хирургических вмешательств, разнообразия и манипуляций, да, поэтому меня потянуло сюда. Все легко, когда тебе интересно, делится Зангиев. Пройдя 3-месячную переподготовку, Николай Тимир-Султанович охотно принялся за работу. Здесь хирургическое отделение, оно не в пример центральным институтом большим, оно широкопрофильное. То есть объем и вариабельность операции очень большая. Да, конкретно в наше отделение опухоли брюшной, грудной полости, мягкие ткани. То есть разброс очень большой. И я даже не припомню, честно говоря, первую операцию. То есть они сразу пошли. Из всех локализаций, которые мы оперируем, доставалось все. При этом есть узкопрофильные отделения в онкологическом диспансере, рассказывает Николай Тимир-Султанович, отдел опухоли головы, шеи, молочной железы и так далее. Часто родственники пациентов до операции спрашивают, когда все закончится и каким будет результат. К сожалению, точного ответа на них не может дать никто. Хирург знает, когда и с чего начать, а потом уже многое зависит от случая. Это никогда человек не знает, кроме совсем элементарных вмешательств, это опухоли кожи и прочее, где
но не может атипично что-то идти. На большую операцию, когда человек идет, никогда никто вам не скажет, как она и быстро закончится. Во время операции на лице Николая Тимирсултановича полная сосредоточенность и никаких лишних эмоций. В этом деле важно одно качество. Хладнокровие однозначно. Почему? Потому что бывает всякое. Нельзя суетиться в операционной никогда. Что бы ни происходило, нужно стараться сохранить спокойствие. Потому что вы себе будете нервничая и паникуя, вы себе будете вредить. И себе, и пациенту. Это основное. Естественно, знать анатомию, знать хирургию. Без знаний самого оперативного момента. Где-то я читал надпись на стенке на какой-то из наших кафедр, что смелость хирургии не должна превышать возможностей человека. Да? Надо брать себе по сеньке шапку. Кого-то ответственность пугает, а вот врачей наоборот. Когда человек каждый день делает то, от чего зависит жизнь и здоровье другого, то и характер меняется. Это не черствость, это называется профессиональная деформация личности. Она свойственна многим специальностям. Да? Так как я отреагирую, если у меня какая-то поломка в автомобиле, так не отреагирует мастер автомобильный. Он спокойно проедет, он знает, что уже, да? Извините, патологоанатом, да? То, что для обычного человека неприятным зрелищем, это его работа. Профессионально, и вы знаете как, вот если вы будете все через себя пропускать, вы далеко в хирургии не уйдете никогда. Не должно мешать. Эмоции не должны мешать профессиональной работе. Поэтому физическая выносливость также играет важную роль в работе хирургов. Во-первых, ко всему человек привыкает. Да? Нет сфер деятельности. Есть некоторые сферы, которые вот людей со стороны пугают. А там люди, которые работают долго, для них это повседневный труд. Я это как стресс не воспринимаю. То есть это моя работа, я захожу, делаю, оперирую. Наоборот, я если не прооперирую, у меня тогда будет стресс. Существует огромное количество причин возникновения онкологических заболеваний. Одна из них – наследственная. Есть, которые не передаются по наследству, генетические формы. Да. Есть, которые в экспериментах опухоли на животных удавалось вызывать. Да. То есть, оно не изучено до конца, и теорий канцерогенеза их несколько. А сейчас в последнее время говорят, что для каждой конкретной формы опухоли своя. Николай Тимирсултанович о себе много говорить не любит, мол, интереснее сфера деятельности. О медицине он готов рассказывать часы напролет. Оперируя печень, вот там специфический контингент бывает, это, как правило, люди с сопутствующей патологией печени, конкретно вирусные гепатиты, вот, циррозы в любой стадии. Редко вы увидите первичный рак печени на абсолютно идеально здоровой печени. Как правило, это бывает сопутствующее. Да? То же самое для кишечника. Там свои фоновые предраковые заболевания, полипы, язвенные колиты и прочее. У каждой локализации опухоли есть органы, на которых метастазы распространяются чаще обычного. При раке толстой кишки они переходят к печени. В целом метастазы могут попасть куда угодно. К сожалению, действующих скрининговых программ в России нет, делится наш герой. В других странах это более развито. А как вот это, допустим, развито в Японии, этого нет. Там человека не допускают к работе без обследования. Да? И это позволяет раннюю выявляемость делать, а это залог успеха в лечении онкозаболеваний, выявление на первых, на второй стадии. Да? Многие специалисты утверждают, что стресс может спровоцировать рак. С этим мнением согласен и Зангиев. Перенес какой-то сильный стресс, либо потеряя близкого родственника, либо сильные переживания. И вот после этого у меня все это началось. Проверить это, доказать невозможно пока что, да? Но именно по наблюдениям это есть связь, да, со стрессорным фактором. По словам Зангиева, не следят за здоровьем и женщины, хотя те, кто старше, в зоне риска. Старше 40 лет при отсутствии грубых факторов риска. Допустим, если у женщины бабушка и мать страдали раком молочной железы, не надо ждать до 40.
Нужно раньше начинать обследоваться, да? Колоноскопия – это общая. Кишка есть и у женщин, и у мужчин. Для мужчин специфическая – это предстательная железа, для женщин – женские половые органы, матка, шейка, придатки. Да? После 40 лет стандартное обследование идет. Если, опять же, человек здоров и в 40 лет он прошел полное обследование, у него все прекрасно, не надо идти через полгода еще раз это делать. 3-5 лет спокойно можно отдыхать. Часто можно услышать, что онкология помолодела, но Николай Тимир-Султанович считает иначе. Просто улучшились диагностические возможности, объясняет он. Раньше львиная доля того, что обнаруживается сейчас, было просто невозможно обнаружить. Да? Возьмите вот 100 лет назад. О чем мы говорим, какие мы метастазы можем найти в печени, да? Когда элементарно там вот, хорошо Москва, Петербург, да, вот и тогда были рентгеновские аппараты. А если взять глубинку сельского жителя, он просто умирает, человеку не делают вскрытие, да, и хоронят его. Вот человек больной раком, он не попал в статистику. Сейчас прогресс такой, что любому жителю доступно качественное, хорошее обследование практически во всех регионах страны. Да? Вот за счет этого количество опухолей и увеличивается. При выявлении рака, как правило, собирается консилиум врачей. Таким образом, специалисты определяют методы борьбы с недугом. Комбинировать два вместе или начинать с хирургии, потом продолжать лекарственное лечение, облучение, вот это все решается на междисциплинарном консилиуме, где обязательно присутствует радиолог, химиотерапевт и профильный специалист. Да, действия человека касательно того, что если его обнаружили, идти в профильное учреждение. Оно у нас в республике одно, это наш онкодиспансер, который имеет поликлинику свою и стационар. Идешь случайно по городу и увидел человека, который 6 лет назад у тебя операцию проходил, или 5 лет назад, он проходит, здоровается, и тогда вот это бывает очень радостное событие. Либо есть, знаете, как вот у вас с годами в работе какой-то чутье появляется, какое-то вот развивается такое. И иногда бывает радостные несовпадения твоего чутья, да, когда ты думаешь, что вот, наверное, будет плохо. А человек раз и живет, и вот это доставляет удовольствие. Да. Однозначно очень важно, опять же, наблюдение хирурга, который в практике работает. Чем более оптимистичный настрой у человека, тем у него иногда даже смотришь, вот, как все гладко проходит у него хорошо. Это описано давно многими людьми, что позитив должен быть у человека. Важны настрой и настроение самого врача, ведь пациенты очень чуткие и могут уловить любую негативную эмоцию. Прогресс в лечении онкологии есть, рассказывает Николай Тимир-Султанович, и весьма быстрый. Все быстро прогрессирует, и технологии быстро прогрессируют. Был какой-то застой, если там 50-й, 60-й, 70-й год, там революционного ничего не происходило, да? Сейчас появляется иммунотерапия, таргетные препараты, то есть все это двигается, конечно, да. Хирургические технологии очень бурно развиваются. Профессиональный путь в медицине разный, но успешным он может быть только в том случае, если врач искренне любит людей, свою деятельность и готов правильно использовать свои знания и опыт для достижения главной цели – выздоровления пациента.